7 часов утра, как и вчера, все похоже. Так, минус 19 на улице. Чайник закипел, все хорошо. Ну, смотрите, топор вчера отремонтировал, защиту сделал. Сейчас уже будет, не будет ломаться там. На улице, ребят, у нас штормит сегодня. Капец. Почти 20 градусов и ветрище сегодня. Южный ветер, юго-восточный даже. Ух, дымище. Спалось хорошо. Вообще великолепно. Пару раз вставал там, подкидывал дрова. Ну что сказать, ребят, сегодня 23 февраля. Фильм, конечно, чуть с опозданием выйдет, но все равно всех ребят, мужиков, дедов, отцов, всех поздравляю с праздником, с мужским. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира. Самое главное, чтобы мир был на земле, а все остальное будет. Крепкого еще разом здоровья, не болейте. Кто служит, хорошо отслужить, а кто отслужил, хорошо отпраздновать. Вот, сейчас я завтракаю и дальше иду на проверку на закрытие капканов. Капец, погода сегодня холодная. Ветер, конечно, и жесть. Минус 20 ветер, это жестко. Буду греть кашу рисовую, суп на сковороде также нагрею. Вчера я не дотрагивался, так просто чай пил, много чая пил и лег все спать. Вот такой был день. Ну все, давайте, сейчас я позавтракаю и сходим. Вот смотрите, ребят, сушина как шатает. О, деревья тоже. Это сушина недалеко от избушки. И я в первой серии, наверное, озвучивал, что там лежит наверху. Вот. Осенью еще повалило. Вон она. Можно спилить и перевозить. Но желательно на буране, на толкаче. По насту, конечно, можно. Там подъем, только гора будет. Вот. Если этот еще повалит сейчас ветром. Вообще на наст. Вообще было бы хорошо. Потому что мне просто вот жалко оставлять толстое дерево, сухое. Да, вот это можно спилить. Там он лежит. Вон пень остался. Там вот лежит он. Вот так. Я уже начал идти. Да, сегодня, конечно, ветрище нормально так. Но идти хорошо. Я думал, холоднее будет. Нет, нормально. 20 градусов для ходовой охоты самое это. Вот за неделю примерно вот так след припорошило. Сегодня я хожу по сосновому лесу, где прошлый поход 2 куницы попалось. Вот здесь и закрываю. Уже 5 капканов закрыл. Сейчас недалеко уже 6 будет. Ветер, конечно, снег вытряхивает с деревьев, такие комки падают. Опасно под деревьями сейчас ходить. Вот заячьи следы, между прочим, свежие тоже. Так, пока взлетов не было, только у реки вот рябчики взлетели, 3 штуки с лунок и все. Тут что-то непонятное. Но в лесе следы есть. Или тук-той задело. И потом упало вот это. С того конца закрывал. След лисы или зайца что-то припорошило уже. Не, наверное, это снег упал с дерева. И вот этот, конечно, я закрывал, задел, и вот здесь он лежит.
Угу. Я думал лиса, да нет, нормально все. Обязательно, ребят, остатки вот это привада, вот плотва здесь в данный момент, рыба. Откидываем в сторону, пусть звери их кушают. Но когда вот здесь коробку оставляете, медведь потом, блин, все ломает. Бывает, ящик уносит куда-то, и ты не находишь. Бывало такое. Ящик не находил. Так что вонючее остается, лучше сразу выкинуть. Вот так. Ух ты, метель, блин, сегодня. Холодный ветер. Ветер с моря дул. Капюшон надо поднять. Есть, ребят, куница, вон бегает. Ой, в сторону отошел, смотрите, как проваливаешь. Вот он. След куницы. Вот. Вчерашний. Да, это вчерашний след. В ту сторону побежал. Но вроде не пересек мою лыжню. Что-то я пропустил. Или он туда обратно направо ушел. Но следы есть. Так что на будущий год все осталось. И куница осталась, и косачи есть, и рябчики. Между прочим, по вчерашнему дню я увидел, что лес не пустой. Есть еще что-то там, семена. Но от глухарей не видел. За всю зиму ни одного глухаря. Глухарь ничего не было. Вот так и идем. Следы так смотрю. Но здесь, я думал, леса нет. Зайчишка тут по моей лыжне бегала. Пробежала-то есть. Вот, ребят, сушина. И сосна там стоит. Чуть дальше. Ну, буквально отсюда 25-30 метров капкан стоит. А между этими капканами вот следы. Тоже свежие. Сегодняшние. Вообще сегодня даже можно даже тропить. Вот. Если ночью он бегал, конечно, он далеко уже убежал. И ельника его найти не так просто. Такие дела. Это второй след уже. Отдыхаю, пью чай. Без сахара, без конфет. Ну что сказать, ребят, все, по нулям у меня. Проверил и закрыл все капканы. Все, больше здесь ничего нету. Вчера хотел еще 4 капкана вечером закрыть, но я сходил совсем в другую сторону. И вот там еще 4 капкана от избы осталось. Тут весь путь уже закрыл. Вот думаю сейчас по навигатору куда-то еще сходить или же обратно по своему следу. Ничего не попалось, возле капкана тоже не видел следов. Вот на этом последнем, где вот куница в прошлый раз попадала, привада у меня висела от, как сказать, от капкана сантиметров 50. И только веревка висит и еще. Привады нету, ничего нету. Такое чувство, что куница вот, спрыгнула на этот. Да не должен сучок выдержать, там гнилой сучок. Не знаю, почему так. Но ничего, привода не осталось. Странно, это странно. Или птицы, когда клюют, скажем, сойка, то та же самая сойка, когда отклюет, пройдет приводу. Может, веревку там и склевала там. Не знаю. В общем, пусть секретами остается. Примерно, наверное, не больше 10 дней было вот с прошлого похода. Здесь я проверял. И за это время ничего не попалось. Вот этот поход у меня пока пустой. И 4 капкана еще есть. От избы и на обратном пути, точно вспомнил, на обратном пути еще на этом, возле Бураницы. Я когда поднимался, не закрывал. А сейчас уже обратно буду ехать и уже полностью закрою. Уже все. Так что я еще надежду не потерял. До конца. До последнего капкана я еще
А, у меня на трассе еще один капкан есть. Тоже возле Бураницы. Это я заберу и домой увезу. Точно. Штук десяток еще есть капканы. Может и даже больше. Конечно, больше. 4 от избы и по Буранице еще. Так что, возможно, еще будет куница. Так что досмотрите весь фильм. Сейчас я обратно пойду. Кополуху одну видел. Когда по сосновому лесу шел, прямо вообще метров 20, наверное, возле меня там на дереве, на самой верхушке сосны сидела, она кормилась. И как взлетела, я только увидел. Глухарей не было ничего. Да, и рябчика что-то. Один след здесь есть у рябчика. Не, думаю, будущее очень хорошее будет. Удачное, я имею в виду, есть птицы. Бывало вообще я не видел. Бывало вот такие зимы, что вообще птиц нет. А сейчас вот ближе к весне какая-то подвижка, движуха началась. И зима была очень холодная, возможно, будет очень теплое лето. Так что будем надеяться на лучшее. Хочется, чтобы было так же, как и в прошлом году. В прошлом году вообще, прошлый сезон, осень, я вам показал удачную охоту. Когда здесь я приезжал на промысел осенний, вообще дичь нормальная, добыл. Каждый фильм с добычей было почти. С рябчиком, правда. Глухаря одного добывал. Прекрасно очень. Удачная была. Да и зима, считай, в этом году тоже неплохая. У меня еще на первой избе остались капканы закрыть. Вот до конца месяца этим я буду заниматься. Так что еще я надежды не теряю, как ни крути. Думаю, еще будет куница. А может и нет. Так что смотрите дальше, что как будет. А я сейчас допиваю чай и дальше в путь. Только вперед. Пурга, метель сегодня. Нехорошая погода. Штормит. Время 12 часов 48 минут. 12:48. Нормально. 8 часов я вышел. Короче, набродился капитально. До конца, до последнего капкана пошел. Потом я как сказать, по навигатору решил там прогуляться еще. И я сделал большую ошибку. Ну, путь тяжелый. Местами вообще снег не держит. Устал, блин, капец. Не знаю, сколько километров прошел. Печка до сих пор еще дымит, смотрите. Вот считай, полдня прошло. Печка еще топится. Вот так. Ладно, сейчас буду отдыхать. Через пару часов я поеду обратно. Все. До завтра не останусь. В этой стороне все капканы закрыл. Еще по пути осталось. Уже по пути буду закрывать. Остатки. Вот так. Погода вообще капец. В принципе, для охоты каждая погода сам по себе хорошая. Скажем, когда безоблачный штиль, ясная, солнечная погода. Понятное дело, издалека ты видишь птицу или зверя. А такую погоду, скажем, тоже охота удачная бывает. Подойти к птице или к зверю более шансов больше. Меньше они слышат, меньше видят. Так что надо в любую погоду охотиться. Дождь, снег, ветер. В ясную погоду. Когда-то все равно повезет. Сегодня я пустой. Ни одна куница не упала. Вот так. Ну ничего не поделаешь. Бывает такое. Ладно, отдыхаем. Это и есть цивилизация, смотрите. Каждый вечер я так смотрю фильмы, загружаю дома. И по 2 фильма вечером смотрю вообще. Не надо никакого ноутбука или же планшета, вполне достаточно и на этом смотреть.
Так, тут я, в общем, варю остатки пельменей. Вот. Сейчас пообедаю. Доел кашу рисовую, там немножко осталось. И что-то я не наелся. Решил вот еще сварить пельмень. Вот. И буду потихоньку уже собираться. Между прочим, ребят, вот зеленая пачка была в прошлый раз. И сейчас вот такая оранжевая пачка вкуснее. Вот. Я не знаю, чем-то отличается. Вот здесь, наверное, какой-то приправа еще есть. Вот сейчас пью чай. Надо помыть еще посуду. Эти стаканы с содой надо помыть. Там этот налет большой. Вот, в остальном, в принципе, все хорошо. Суета, сборка. Самое главное, чтобы ничего не забыть. Вот так вот, ребят. Уже запустил там. Альбатросик работает. Загружаюсь. Места много еще. Все, избушка, давай. До новых встреч, до новых походов. Все, воду слил, дрова заготовил. В следующий раз приедем, чтобы дрова были. Вот. Дверь немножко открой. Оставлю. Вроде ничего не забыл. Все, погнали. До новых походов. Не знаю потом, когда приеду. Точно не могу сказать. Капканы были насторожены, и так надо было ехать. А сейчас, ну, не знаю. Посмотрим, как будет. Так, ладно. Опа! О, пойдет. По своему следу шустро бежит. Ну все, изба, давай. До новых встреч. Ладно, потихоньку будем ехать. Снегопад. И буду здесь по пути еще капканы закрывать. Вынужденная остановка. Проклятый участок, наверное, какой-то здесь. Смотрите, опять лыжи
Блядь. Лыжи убежали у меня. Прошлый раз вот тут. Вот за этими елками там чаепитие было. А лыжи еще дальше. Ой, бля. Присматривал так. Время от времени поворачивался. Не знаю, смогу. Но должно замерзнуть тут. Ой, пешком пойду. О. Да, бураница уже добротная. Вон, смотрите. О, блядь. Удерживает хорошо. Все, пошел я. Ай, блин. Что ты будешь делать, а? Почему он открывается как-то? Метра 300 уже прошел. Видать, там возле капкана останавливался. И как-то он при остановке может умудряется выскочить. Но не должно. Вообще не понимаю. Я сегодня уже так обмотал там раза 3. Присматривал там. Время от времени разворачивался, там посмотрел. Все нормально. Не, она возле капкана. Да. Нормально. Какая-то птица. Не понял какая. Что-то взлетело. Вот тут у меня капкан. Сейчас посмотрю, может здесь он где-то. Не буду уже выключаться. Бля. И тут нету. Что ты будешь делать, а? Вот здесь капкан у меня стоит. Тут. Вот он. Мне закрыл капкан. Здесь останавливался. Здесь неровная дорога, вообще капец. Надо понять, от чего там он этот. Фу. Выскакивает. Никак не могу понять. Бля, вообще близко даже нет. Нормально. Оделся я, ребят, очень тепло. С утра минус 20 было. А сейчас по ощущениям, наверное, только всего 5 градусов. Все потеплело. И я вообще там... Вот он появился. Наконец-то. Вот беглец. Не знаю, как его потом закрепить. Я не порвалось ничего. Вот так я закрепил. Еще восьмерку сделал. Восьмерку. И закрепил там. Один хрен выскакивает как-то. Может из-за того, что фаркоп гладкий. Там труба такая гладкая. И прямая труба вот так. Вверх идет. И когда вот так удары идут, возможно, нет, пружина там хорошая. Но вот здесь вот смотрите, какая неровность. Вообще капец, я тут скакал, ехал. И там на пустыре в одном месте я уже не стал доставать камеру. Там ветром следы мои все намело. Чуть в сторону я потерялся от своей бураницы. Сразу по уши утонул. Капец, ребят. По целине невозможно вообще ехать. Невозможно. Ладно. Самое главное нашел. Сейчас пойдем. Как возьму его за волосы. Вот так. И потяну. Сейчас еще как-то придумаю, что-то можно как-то привязать, чтобы... Не знаю. Почему он вообще выскакивает? Наконец-то появился. Вспотел, блин.
Пока туда-сюда ходил. Ну вот. Так. Почему он открыл? Жестко же все. Почему? Что не так? Почему он открывается? Никак не могу понять. Так. Он так выскакивает. Как он может выскочить? Как он открывается? Кто мне скажет? Почему он открывается? Так. Ладно, если я сейчас как-то так сделаю. Сейчас посмотрим, как будет. Сейчас по-другому зафиксировал там. Так. Ладно. Едем. Этот участок, конечно, тот еще. Вот здесь проходит моя бураница, старая была. И вот как все повалило и заросло этот участок. И постоянно там, сейчас вот всю зиму я здесь проходил на лыжах. Всегда по-новому что-то надо где-то вырубать. Здесь действительно на осенью надо пройти вот тут топором с пилой. Но пилой тут гиблое место. На себе тоже пилу таскать. Сырое место тут. Ладно, посмотрим. Это уже в будущем году будет. Этот сезон уже все скоро закончится. Ну, блин, ребят, шикую. Просто вот на этой технике действительно. Рулить так прекрасно. Вообще, как на Жигулях. Вот, здесь я чай и пил. Представляете? В прошлый раз тоже, вот чуть дальше у меня только лыжи оставались. Сейчас он там тоже будет. Не в начале, не в конце, а именно вот где-то недалеко от чаепития здесь. Но здесь уже настоящая бураница. Все, пошире тут дорога. Очередной капкан. Буду закрывать. Все. Хватит на этот год. Отсюда мыши всю приваду съели. Вообще ничего не осталось. Даже выкидывать ничего не пришлось. Вот линолеум мне придется обрезать тут. Лишнее. Чуть-чуть мешает. Остановочка. Ребят, смотрите. Это и есть счастье. И вот я сейчас еду и сам на себя смотрю, я весь в снегу. И вспомнилось с ютуба, я видео попадалось, как, ну, есть такие вот, кто грязь любит, вездеходы. И там девушка за рулем была. Там, в общем, они экстренно, экстрим, полный экстрим. Там она за рулем, заехали в лужу, такую лужу глубиной почти с машины. Она рулит вот так уже. Им дышать даже уже не было нечем.
Все в воде, кабина уже вот так. Только голова торчала, но она непрерывно так газует туда-сюда, туда-сюда. И знаете, что она сказала? Мы, говорит, по уши в дерьме, но я счастлива. Она так сказала. И каждый выбирает себе удовольствие. И вот я сегодня, я тоже получаю от этого удовольствие, ребят. Пускай я в снегу, пускай немножко бывает прохладно или жарко, но лучше так. Вот надо жить так, как тебе нравится. И вот то, что вот я езжу вот сейчас на этом альбатросе, я тоже удовольствие получаю. Ребят, я вот сейчас сравниваю, конечно же, в конце сезона я также видео запишу именно отзыв про эту технику, про Альбатрос XLV9. Вот. И первое впечатление у меня положительное. Положительное это, если сравнить с бураном, вот езду, пускай вот сейчас уже у меня здесь бураница есть. Мучительно тяжело. Первая поездка была здесь. Помните, я здесь, как сказал, застрял, там лебедку доставал, я выезжал. Вот следов уже нету. Вот за эти деревья там пришлось мне привязывать. Но знаете, вот что я скажу. Если взять вот буран и вот этот альбатрос, есть разница. Буран мощный, конечно же, он у меня был и будет для своих работ, для своих покатушек, он мне пригодится. Именно я покупал буран в случае что там, не знаю, жизнь. Сейчас вот еще как-то нам лес привозят дрова. Может быть так, что из делянки придется нам самим на буране вывозить дрова, если в деревне в селе жить. Всякое может быть. И он сильная техника буран. Этот, конечно, слабее, но на нем комфортно, чем на буране. Я это уже начал чувствовать. Комфортнее как бы рулить, я имею в виду. На буране как-то он непослушный. Вот на резких поворотах приходится назад, там еще, а на этом хоть на одном месте, если лыжня, вот скажем, вокруг дерева там протоптана лыжами, ты по этой лыжне на этом альбатросе вы поедете. А на буране вокруг дерева, ну, к сожалению, не получится. И, конечно же, плюс в этом это экономичность, экономия. Думаю, будет экономия на топливе. И легкая техника. Везде он не проедет. Я не жду от этого, что, как сказать, мне вот люди пишут, надо было Ураган Олег купить или Тафалар. Но извините меня, они 2 или 3 раза дороже, во-первых, и во-вторых, 2 и 3 раза тяжелее. А мне тяжелая техника не нужна. Я сейчас смотрел тоже видео у Сереги Доброго, «Добрые походы». Там просто вот отзыв, он рассказывал про Ураган. Не помню, как дальше название, но помню, что Ураган. И гусеница у них 60-ка и, наверное, 2 метра он длиной, может даже и длиннее. Вот. И считай, вес уже другой. Понятное дело, он может и как-то и пройдет по тем местам, где вот этот не сможет. Я не буду там ни с кем спорить там или еще. Я буду у этой техники, как сказать, ждать то, что он сможет. А то, что не сможет, все. Значит, он не может. И не надо там, как сказать, если вот я сейчас сюда нырну, он не сможет подняться. Есть миллионные снегоходы по миллиону, там горные или как он называется. Он проскочит, он даже эту яму не почувствует. Но зато, ребят, вот сейчас про пробитой дороге, на нем, конечно же, всю зиму лучше на этой технике ездить. Пускай, ну, пробить дорогу, скажем, на буране, как в этом году я сделал. На буране вот пробить дорогу, а
остальное уже на нем ездить. Альбатрос 8 миль, он, конечно, слабее. Не сможет он уже поехать. Даже, скажем, 20 сантиметров снег выпадет, он будет буксовать. А на эту технику я могу еще прицеп закрепить и легко могу там что-то перевозить. Но это уже как-нибудь другой раз. В будущем, как пойдет, будем ездить. Вот. Посмотрим расход топлива как будет. Пока все нравится. Немножко, конечно, вес прибавил с этой коробкой. Не хватает задней передачи реверс. Бывает чуть-чуть. Ну, самое главное из гаража выехать. Вот. Дальше сиденье нормально вроде. Ну я еще раз говорю, в конце сезона я вкратце расскажу, покажу потом отзыв. То, что вот я линолеум сделал, немножко снизу обрезать, и он вообще идеально получилось лобовым стеклом. Встречный ветер, от встречного ветра я защищен. Вот. Тут, короче, я все капканы закрыл. Все, на второй избе не осталось ни одного капкана. С этой просеки я капканы забрал уже, когда поднимались на избу увез. Там оставил. Потому что здесь, возможно, могут и ходить, ездить, кто его знает. Что-то новое для меня это место. И что я еще хотел сказать. На дороге еще один капкан остался. Этот капкан сейчас тоже возьму, домой увезу. Или в коробку кину. Потом на вторую избу можно привезти. Вот. Ладно, такой вот небольшой перекур. Двигатель немножко отдохнул. Сейчас я дальше еду. И включусь уже на дороге. Там еще бла-бла-бла. И газку домой. Все. Примерно вот такой вот зимний промысел у меня проходит. Закрытие. Вот. К сожалению, в этом походе мы пустые. Вообще ничего не удалось. Ну, бывает, что поделаешь. Не всегда везет. Но все равно. Самое главное, я выбрался, погулял, насладился походом. Сегодня километраж тоже у меня получился. Километров 10, наверное, прошел. Нормально. Я, как та женщина говорила там, по уши в грязи. Я тоже счастлив. По уши в снегу. Едем дальше. Так. Знаете, что неудобство? Я привык с альбатроса встать. Я сзади сижу. Сзади встал и это дернул. А здесь стартер тоже вот чуть-чуть не туда смотрит. И бывает, когда подцеление приходится идти по снегу. Не очень приятно. Ну, привыкнем. Так, ладно. Едем дальше. Береза. Наша береза. Пилить не стану. В будущем году. Если здесь буду ездить, спилю. А может, в другом месте поеду. Посмотрим, как жизнь пойдет. Вот. Если здесь буду ездить, я тщательно все вычищу и не думайте, что так вот все оставлю. Нет, с комфортом будем ездить. Нормально. Пока лыжи не убежали. Вот так вот. Ладно, линолеум чуть-чуть дома обрежу. Так. Вот таким местам вообще комфортно рулить. Легко едет как-то вот. По-своему как-то, я не знаю, как объяснить. Рулить легко, понимаете? Мотособакой управлять тяжелее, намного тяжелее. Даже
XL, ой, не XL, а L8. Когда впереди он по неровностям удержать тяжелее. Но по такому снегу восьмерка тоже едет хорошо. Тут тоже капкан стоял. Снял отсюда, убрал. Вообще подходов не было здесь. Следов не было и подходов не было, ничего не было. Все пусто. Валежников просто до хранища. Очень много. Это все через валежник я еду. Он просто под снегом сейчас. Если копать, здесь тоже валежник вот тут. Отсюда снял последний капкан, все. Больше ничего не осталось. Вот это, да, сейчас я, короче, еду по дороге. И пухляк, столько пухляка. Капец. Вон он. И вот как я ехал, наверное, вот сантиметров 7, наверное, 8. Свежий снег выпал. Вот такие дела. Все. Последняя надежда была. Хотя здесь куница живет. Куница осталась на будущий год. Вот. В следующем году подумаем насчет этих мест. Как быть. Больше капкана, может, буду ставить. Но это уже в будущем сезоне. Все. Сейчас посмотрим, какой путь будет. Здесь по вырубкам. Метет капитально, намело то есть. Сейчас ветер успокаивается, тихо становится. Но гудит еще, но не так, как с утра. С утра деревья валило там уже. Вот так. На скорую руку так ставил. Угу. Ничего не попалось. Ладно, едем дальше, ребят. До темна, хоть основное надо проехать. Вот. Все в снегу. Бесполезно убирать. Сейчас даже и не буду. Вот тут тоже, смотрите, сколько. Просто пухляка очень дофига. Да, я сейчас куропатку видел. Там по пути. Так, сейчас попробую. Сойдется и нет. Без этого. Ага. Объезательно. Заслонку надо постоянно закрывать. Нормально. Сейчас по вырубкам буду гнать. Опачки. Хорошо.
Ну и будем, наверное, заканчивать фильм, ребят. Уже начинает темнеть. С рюкзака надо достать фонарик. По темну уже снимать нечего. Что надо было, заснял днем. А сейчас под фарой еду. Вот. Ну что сказать, ждите новые фильмы. В дальнейшем сейчас пойдет поход на первую избу. А как получится на вторую избу, тоже съездим. Как бы пока снега море. И скорее бы уже начал снег этот держать, где хоть хочешь, там едешь. На сбор чаги хочется тоже съездить. Ждите новые фильмы, как будет там. Все буду снимать, показывать. Спасибо вам за ваши просмотры. Конечно же, спасибо тем, кто новые подписчики подписались. Да и старые мои верные подписчики. Большой вам еще привет. Вот. Все, давайте. Все. Счастливо. До новых видео.